И в завершении материал, посвященный предстоящему большому вековому юбилею нашей республики. В каждый следующий раз мы будем рассказывать вам о малоизвестных, интересных фактах из истории Коми-края. Сегодня первый эфир и материал Александры Головиной. Владимир Ленин. Как вам такое название столицы Коми? Усть-Сысольск, так назывался Сыктывкар до 1930 года, в 24-м едва не распростился со своим старым именем. В 20-е годы началась эпидемия переименования городов. Многие населенные пункты стали образовывать от известных фамилий Сталина, Молотова, Калинина и других гигантов. Руководитель областной организации коммунистов, секретарь обкома Чирков решил последовать примеру, переименовать областной центр и увековечить память Владимира Ленина. 22 февраля 1924 года газета «Юготуй» сообщала: «Кажется, не бывало еще у нас такого многолюдного собрания, как открытое общегородское собрание коммунистов 20 февраля. Товарищ Чирков сделал доклад о Всероссийской партийной конференции. Главное внимание уделялось ушедшему вождю партии и всего пролетариата Ленину. Чирков вносит пожелание в целях увековечить память Ленина, возбудить ходатайство перед облсполкомом о переименовании Усть-Сысольского Владимир Ленин». Бурных аплодисментов усть-сысольских коммунистов инициатива секретаря обкома не вызвала. Видимо, другим советским партийным руководителям, выросшим в Коми-крае, было не все равно, как будет именоваться областной центр. В 24-м взгляды партийных руководителей еще могли открыто оспариваться, поэтому идею, если не отвергли сразу, то не спешили с ее воплощением в жизнь. В скором времени Чирков с поста руководителя обкома ушел. Так Сыктывкар и не стал городом Владимир Ленин. Интересно, как развивались бы события, если мысль о переименовании пришла первому секретарю обкома, например, спустя десятилетия. В то время едва ли кто-то смог спорить с первым лицом республики.